человеку, да, у него там с кишечником какие-то проблемы. Но витамины Nutrilite даже в этом случае усваиваются и дают свой эффект. Поэтому, друзья, у нас с вами, я не знаю, доступ к таким витаминам – это огромная привилегия. Но поставила тоже еще раз обобщить, что это прослеживаемость 9 этапов. Вы можете это все увидеть. Это никто не скрывает, это не завуалировано, это все на самом деле открыто. Чуть-чуть поговорим о здоровье. Вы знаете, может быть, элементарные шаги, как быть здоровыми, поверьте, но так и будет. И факторы влияющие, конечно, много. Мы раньше, когда я училась, и доктора могут подтвердить, говорили, ой, наследственность, это приговор, мы про эту наследственность много-много лет. Но вы знаете, сейчас эта наследственность уже не приговор, а факторы окружающей среды положительные, позитивные, то эта наследственность не проявится никогда. Уже все это время, конечно, ученые, они проводили исследования, и доказано, что именно витаминами, минералами, фитонутриентами мы можем или усыпить плохой ген, или активировать хороший. Это реально работает. Я могу просто миллион историй рассказать, как люди действительно восстанавливали свое здоровье. Почему мы говорим сегодня про питание? Да потому что промышленное приготовление. Но у нас сейчас консерванты, красители, ароматизаторы. Есть такой хороший анекдот, я его давно прочитала. Я стабилизатор Е125, а я краситель Q184, а я эмульгатор 87, а вместе мы фруктовый сад. Понимаете, это есть, очень много сегодня в пище содержится веществ, которые чужеродные нашему организму. Он все время засоряется. Ой, сейчас, секунду. Это слайд из московского обучения по диетологии. Один лишь слайд. Нет у меня времени рассказать и все то, что хочется. Но даже на это, посмотрите, кальция меньше на 70%. И когда мне говорят, я ем творог, сколько, чтобы получить, если мы говорим о качественном твороге, не из магазина, хотя бы такой, как мы пробовали в Киргизии, правда? Я давно не ела ни таких молочных, я их не ем, потому что они невкусные и даже иногда и вредные. Так надо 1,5 килограмма творога съедать каждый день. Да кто это будет делать? Это невозможно ни физически, никак. Да и получить оттуда, кроме нагрузки на почки, я не знаю. А этот слайд тоже с одного из обучений по нутрициологии. То есть это не выговорит, это научная база, уже доказательная база. И, может быть, есть еще в зале скептики. Открывайте тогда медицинскую литературу и смотрите, есть пирамида питания. И здесь уже, прямо в пирамиде питания, стоит витаминно-минеральный комплекс. То есть мы можем сколько угодно сомневаться, что-то там выдумывать, но реальность такова, если мы не добавляем витаминно-минеральный комплекс в рацион, клетка будет голодной. И поставила слайд справа. Медико-биологическое обоснование необходимости использования БАД пищи. Это обучение в РУДН. То есть это хотим мы или нет. Пройдет, не знаю, 2-3 года. И привычка принимать биологически активные добавки будет такой же привычкой, обычной, как помыть руки или почистить зубы. 2 слайда подешевле, наверное, это единственный аргумент. А теперь посмотрите, как выглядит природный витамин С. То есть это его формула, сколько разных связей, там и белки, и то есть это прям совершенно другое. Вы знаете, есть такой ролик, может быть, вы видели, была раньше передача «Прожектор Пэрис Хилтон». И там Светлаков говорит о витамине С. Мне так понравилось это выступление, потому что оно прям нам время сбережет, чтобы понять, чем натуральные витамины отличаются от синтетических. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Давайте посмотрим. Поставьте, пожалуйста, нам Светлакова о витамине С. Знаете что, наши стране начали бороться с алкоголизмом таким способом. Я на собственном примере вам скажу. Я решил не бороться с алкоголизмом, а просто провести месяц такой, знаете, как
говорится у нас в России, почиститься. Это слово хорошее, прокапаться. Вот 5 лет, понимаете, на весь месяц я решил, ни грамма алкоголя, никаких сигарет, пошел в аптеку и купил витамин С. Думаю, витаминчиками там поднимусь нормально. Сейчас вам, друзья, вот зачитаю, что я купил. Итак, я купил обыкновенный витамин С. Итак, читаю. Побочные действия. Со стороны центральной нервной системы. Головная боль, чувство усталости, повышение возбудимости ЦНС, нарушение сна. Со стороны пищеварительной системы. Раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, диарея, спазмы желудка. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Снижение проницаемости капилляров и ухудшение трофики тканей. Тромбоз, аллергические реакции, кожная сыпь, гиперемия кожи, редко анафилактический шок. Внимание, и прочее. Ну, согласитесь, да, вот так ведь и есть. Дорогие Да. Но ведь так же и есть. И когда вы берете баночку с витамином С Nutrilite, разве там такое написано? Там есть строчка «индивидуальная непереносимость». Но за более чем 10-летний опыт я не видела людей, которые бы не переносили этот витамин С. Я более вам скажу. И когда работала на участке, у меня очень много пациентов, которые до сих пор пользуются Nutrilite, у которых была аллергия на витамины группы В и С. Они прекрасно принимают Nutrilite. У меня там есть семейная пара, они оба астматики. Я все говорю, как вы так друг друга нашли? Ну это ж вообще. И вот я приходила к ним домой, я открывала ванну, помыть руки, а там так вот этими порошками. Я говорю, что же вы делаете? В общем, люди пользуются продукцией Amway, и Nutrilite помог им уменьшить количество приступов, понимаете? Я не сняла, у них тяжелое там течение, хотя это тоже, с этим тоже можно работать, но они принимают витамины Nutrilite, и их жизнь стала гораздо легче. Как терапевт я только выписывала рецепты на ингаляторы. Как нутрициолог действительно помогла людям жить лучше, качественнее. Ну, про Карла Ремберга я уже сказала.